Еще в октябре 90-го года была провозглашена Декларация о государственном суверенитете Республики Бурятия. Началась работа над новыми национально-государственными символами республики, которые, как уже рассказывала газета «Бурятия», шла непросто и мучительно долго. Лишь через 2 года над правительственными и административными зданиями столицы, рядом с флагом Российской Федерации, взвился трехцветный государственный флаг Республики Бурятия. В октябре 94 года вновь избранный парламент Народных Урал Республики принял решение о проведении открытого конкурса на проект эскиза идеи государственного герба Республики Бурятия. Были представлены по условиям множество работ, свыше около 2 десятков различного рода проектов, чертежей, эскизов. Специалисты очень придирчиво рассматривали каждую работу. Интересно было то, что в качестве разработчиков герба выступили люди самых разных профессий, начиная от учащихся средних школ, художественных и других учебных заведений, студенты, рабочие, колхозники, даже подавали пенсионеры, ну и определенная часть специалистов, профессионалов, художников. Поэтому работа комиссии была нелегкой, мы собирались несколько раз, были вопросы спорные, все это было взвешено со всех сторон с точки зрения концептуальности государственной символики Республики Бурятии. Республика Бурятия должна с каждым разом наполнять с новым содержанием свой суверенитет, укреплять государство, поэтому символика в этом отношении играет определенную роль. Этот материал мы снимали не только для того, чтобы рассказать о создании первого герба республики, но и чтобы почтить память его создателя, талантливого художника Александра Хоренова, который безвременно ушел из жизни год назад, даже не успев осуществить авторский надзор над выполнением своего детища. В числе запомнившихся мне подавших авторов проектов был, в частности, Александр Хоренов. Сразу было видно, что человек очень хорошо подготовлен в профессиональном плане. По-моему, он выпускник Московского полиграфического института. Конечно, он очень тонко разбирался во всех делах символики, скрупулезно работал над нашими замечаниями, которые были поданы. Вот. И где-то в пределах месяца он сумел представить окончательный вариант, который был утвержден на сессии Народного Урала. Его запомнили как тонкого графика, целеустремленного современного художника. Он сделал иллюстрации ко многим книгам, альбомам и работал главным художником первого бурятского детского журнала «Харасхэ Ласточка» со дня его основания. Один из, можно сказать, основателей нашего журнала, главный художник Александр Федорович Хоренов сделал очень много, очень много. Вы сами знаете, что в детском журнале очень много рисунков разных, графики и разных развлекательных страниц. И это ложится на ответственности художника. И он здесь работал, и его рисунки очень нравились. И он сам рисовал комиксы разные, и сам он выполнял разного рода оформительских работ в нашем журнале. В прошлом году он тяжело заболел, и в это время он еще делал герб нашей республики. Это была его последняя работа. Еще в годы учебы в училище был силен как график, как тонкий художник, график, вот, чувствовалось уже тогда. И плюс его вот это устремление, целеустремленность, то, что он закончил полиграфический Московский институт, один из ведущих
в этой области, в области станковой графики, книжной графики. И плюс вот его такая ну, как сказать, высокая его культура, образованность, вот интеллектуальность, вот это вот. В книжной графике же ведь это не просто там сопровождать текст, тут получается соавторство. Ну, тяжело, конечно, что вот так он безвременно ушел, но его вот этот подвиг жизненный, то, что он создал герб Бурятии, впервые получил, так сказать, первую премию, несмотря на тяжелый недуг, на его болезнь, потому что когда выяснилось, что это герб выполнил Харёнов, я спросил у Саши, я говорю: Саша, ну что ты, говорю, у тебя вот в почерке, когда вот он подавал эскизы, ну что-то, ну не чувствовалась его рука. А он мне говорит: Саша, это Юра говорит, ты знаешь, говорит, мне просто он уже не мог держать кисть в руках, а просил, так сказать, цветовые эти раскладки, просил, ну, какую-то помощницу, девушку. Он до последних, так сказать, дней своих, голова вот работала ясно, четко, а руки уже были не подвластны ему. Да, действительно, это просто один вот этот, ну, действительно подвиг. 20 апреля 1995 года на сессии Народного хурала был принят закон о государственном гербе Республики Бурятия. Наш герб – это 3 цвета национального флага, Байкал и горы, золотое саимбо, традиционный символ вечной жизни, солнце, луна, очаг и голубая лента ходак, символ гостеприимства народов Бурятии. Была выставка всех представленных, наиболее интересных таких работ. Депутаты рассматривали многие варианты, но, как мы доложила комиссия, председатель комиссии, значит, депутаты сочли нужным остановиться на работе, выполненного художником Харёновым. Самое главное, чтобы помнили, ныне государственный герб украшает флаги, правительственные здания, залы заседаний и выполнен в объемном виде. В этом году в связи с десятилетием журнала «Ласточка» планируется устроить выставку работ Александра Харёнова и учреждена детская премия его имени для юных художников. Конечно, очень рано, очень рано, в рассвете сил ушел наш одареннейший молодой человек, наш воспитанник. Мы в какой-то мере вкладывали свое стремление, чтобы он стал именно хорошим художником. Поэтому пусть земля будет пухом вечной памяти.